Из истории известно, что вплоть до конца XVI века большая часть Башкирии входила в состав Ногайской Орды, могущественного государства кочевников-нагаев, некогда контролировавших огромную территорию от Крыма до Сибири. Об их пребывании на Южном Урале красноречиво говорят многочисленные топонимы, легенды и предания, эпические сказания. Какой след оставило ногайское владычество в истории башкирского и других тюркских народов? Как складывались взаимоотношения между ними и как живут современные ногайцы? 200-летнее владычество Ногайской Орды повлияло не только на политическое, экономическое и социальное развитие народов, входивших в ее состав или имевших с ней определенные отношения, но и оказало известное воздействие на их этнический облик. В этом отношении показателен пример Башкортостана. Башкиро-ногайский симбиоз представлял собой очень интересное, хотя до конца не изученное историческое явление. В 40-х годах XVIII века, когда Башкортостан был окончательно интегрирован в административную структуру Российской империи, появились первые экскурсы в историю башкирского народа, составленные русскими историками, чиновниками и путешественниками. В своей книге «Топография Оренбургской губернии» историк Петр Рычков пишет: один из знатнейших башкирских старшин, Алдар, объявил, якобы башкирский народ истори был один с ногайцами. Находясь в структуре Ногайской Орды, башкиры составляли вместе с ногаями единый народ, который находился в рамках этого государственного образования. Хотя этнически, безусловно, башкиры себя никогда не смешивали с ногаями. Но как данники Ногайской Орды, они рассматривали себя как политоним, то есть общее население этого государства. По некоторым косвенным данным, они вместе с ногаями участвовали в боевых действиях, у них существовали определенные обязательства в отношении наместника Ногайской Орды, который, как я уже сказал, находился в Уфе. То есть они были настоящими подданными ногайского правителя. Мало того, некоторые авторы интерпретировали этноним «башкорт» как ногайское прозвище «башкир». В 1740 году близ Оренбурга состоялась массовая казнь башкир-повстанцев, перед которой им была зачитана речь следующего содержания: «Жили вы всегда, последуя воровскому своему башкирскому названию Башкур, что называется главный вор, и сие имя придано вам ругательно от ногайцев, откочевавших в степи во время владения сибирских и казанских ханов, ибо сии башкирцы, будучи с ногайцами, с оными за яик не пошли». Конечно, выше приведенная версия является не более чем народным осмыслением этнонима «башкорт», который, надо сказать, имеет очень древнюю историю. О башкирах впервые упоминает китайская хроника Суйшу, написанная в 636 году. Арабские путешественники Салам Тарджиман, а также Ахмед ибн Фадлан пишут о них в IX-X веках соответственно. Таким образом, этническое ядро современных башкир сформировалось задолго до монгольского нашествия. Однако в период Ногайской Орды к этническому ядру древней башкирской народности присоединились многочисленные роды, составлявшие кочевое тюрко-монгольское население улуса Джучи. Начался новый виток этногенеза, приведший к сложению современных башкир. И надо думать, что первые заметно отличались от вторых. Именно этот золотоордынский этнический компонент роднит многие современные народы – казахов, ногайцев, крымских татар, узбеков, каракалпаков и башкир. Именно это родство, а также факт политического единства в рамках единого государственного образования породили у башкир ощущение единства с ногайцами. Большая часть современной Башкирии входила в ногайские владения. Судя по тем источникам, которые мне известны, ногайские правители образовали на территории Башкирии, на Южном Урале, особое наместничество, правителям которых назначали или своих близких родственников, или царевичей из рода Чингисхана. Бей Ногайской Орды
самого мощного постордынского государства, взяли в свои руки право назначения правителей в соседние чингизидские ханства – Казанское, Сибирское, Узбекское и Казахское. Башкортостан, имевший известную автономию в рамках отдельного наместничества, был важным звеном в порядке прохождения царевичей чингизидов по этажам властной вертикали. Так вот, Башкирия предназначалась как своеобразный тренировочный полигон для того, чтобы набрать административный опыт, практику этим молодым царевичам. Вот эти будущие ханы назначались нагаями наместниками Башкирии. Ну и когда они там уже обучались управлять, тогда их ставили, нагаи их ставили с ханами вот в соответствующее соседнее ханство. Нагайские беи были настолько могущественны, что при дворе каждого чингизидского ханства одним из карачи-беков или министров обязательно был представитель Нагайской Орды. Например, в первой половине XVI века главой казанского правительства был князь Чура-Нарыков. Чура-Нарыков – карачи-бек Казанского ханства, бей рода Тама, входившего в нагайское объединение Джете-Уру – 7 племен. Впоследствии данная группировка была разделена между казахами младшего жуза и башкирами, юго-восточная часть которых вплоть до 20 века именовалась Ете-Уру. Чура является героем нагайского эпоса «Чура-Батыр». Его потомки после падения Казани переселились в Башкирию. Таким образом, нагайские правители, которых персидские авторы окрестили хакимами Дэшты и Кыпчака, в той или иной степени контролировали почти всю территорию бывшей Золотой Орды. Нагайский период истории оставил не только свой след в топонимии Башкортостана, но и в его духовной культуре. Сказания Идукай и Мурадым, Мамай, Таргын-Батыр, Чура-Батыр, 40 нагайских батыров стали частью эпического наследия башкирского народа, что, впрочем, неудивительно, ведь их принесли выходцы из Нагайской Орды. Согласно башкирским и казахским преданиям, сын князя Едигея Нур-ад-Дин был похоронен в Башкирии, в разных частях которой и поныне местные жители покажут вам могилу батыра Мурадыма. Нур-ад-Дин – сын Беглербека Едигея, основателя мангытского юрта, на основе которого возникла Нагайская Орда. В XVI веке его имя превратилось в титул Нурадын, который давался правителю левого крыла Нагайской Орды. В башкирском фольклоре данный титул трансформировался в имя Мурадым. Нагайский эпос «Едигей» в разных вариациях имеется и у башкир, и у казахов, и у крымцев, и каракалпаков, то есть у тех народов, которые, если так можно выразиться, разделили наследство Нагайской Орды. Что касается татарского варианта сказания, то он не имеет никакого отношения к Казанскому краю. Он был записан фольклористом Наки Исанбетом в Абзелиловском районе Башкортостана, то есть на территории проживания представителей башкирского рода Тамьян, обычно отождествляемого с нагайским родом Тама. В башкирском сказании «Чура-Батыр» есть строки: «Если кречету белому подобен я, если горы Урала родина моя, если совру, пусть растет бурьян на могиле отца, что из рода Тамьян. Если спросите меня, кто я сын Нарыка, Батыр Чура». Если князь Едигей основал мангытский юрт, то его внук Муса считается подлинным основоположником Нагайской Орды. Он прочно обосновался на башкирских землях. В башкирском сказании «Мамай» нагайский мурза шейх Мамай говорит: «У истоков Идели гора Иремель. То отца моего Мусы колыбель. У истоков Яика дремучий есть лес. Там на летних кочевьях бывал мой отец. Биштамак и Кизил и Ойсюк всюду там. Каждый год мой отец Муса зимовал». В нагайской версии того же самого Дастана окрестности горы Иремель также упоминаются как место стойбища Мусы-бея. В этот период нагайцы и башкиры вместе ходили в лихие набеги на соседние страны.